Это правда, что аутизм неизлечим? Это правда? Микрофон возьмите, пожалуйста. Ну, скажем так, средствами конвенциональной медицины он неизлечим. Это признается Всемирной организацией здравоохранения. Aha, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ümumiyyətlə bu xəstəliyin, yəni xəstəlik olaraq qəbul olunursa, bunun sağalması ilə bağlı hələ ki bir məlumat verməyib. И причина в первую очередь в том, что аутизм – это не заболевание. Aha, məsələ burasındadır ki, autizmi xəstəlik kimi qəbul etmirlər. Yəni autizm bir xəstəlik deyil. Это, скажем так, состояние, так же, как и детский церебральный паралич. Это, в общем-то, не заболевание, это состояние, которое характеризуется определенными симптомами. Məsələ burasındadır ki, autizm həm də uşaqlarda olan serebral iflic bu bir haldır, bir vəziyyət kimi qəbul olunur, xəstəlik kimi qəbul olunmur. Еще? Sualınız varmı? Buyurun, Aytən xanım, buyurun. Какими типами вы занимаетесь? Sualınızı bir də təkrar edin, biz tərcümə edək. Какими типами? Не слышно? Каким типом вы занимаетесь аутизмом? Смотрите, поскольку то, что мы делаем, оно работает с центральной нервной системой, то есть рассчитано на восстановление физическое, органическое, то есть это рассчитано на восстановление тела, то мы работаем практически с любым типом аутизма при условии, что у ребенка нет определенных других заболеваний. Например, у него нет психиатрических диагнозов, у него нет эпилепсии. Все остальное, в принципе, мы с этим работаем и получаем очень неплохие результаты. Musiqi terapiyasına həm də yaddaş olur uşaqlarda. Paravozda da turbası var. Turbadan da buhar çıxır. Necə gedir? Çuh, çuh, tu, 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 yapаю, yapаю. Под веселый стук колес. Чух, 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 чух. Едет, едет паровоз. Чух, чух. Я пою. Чух, чух. Я пою. Под веселый стук колес. Едет, едет паровоз. Чух, чух, ту-ту-ту. Я пою. Чух, чух, ту-ту-ту. Я пою. Я хочу сказать, что вы как советуете нашим родителям и детям? Что вы советуете? рекомендуете? Особенно, что вы советуете? На тему аутизма. Особенным детям, что вы советуете? Fiziki məhdudiyyətli uşaqların valideynlərinə nə məsləhət görərdiniz? Если в общем брать, что я им советую, то я им советую в первую очередь относиться к своим детям как к совершенно обыкновенным детям, которым требуется все то же самое, что и всем Bu другим uşaqları детям. normal uşaqlar kimi qəbul etmək lazımdır. Sadəcə olaraq bu uşaqların digər uşaqlardan fərqləndirən cəhətlər var. Им требуется любовь родителей, Birinci Им növbədə требуется. valideynlərin sevgisi lazımdır bu uşaqlara. им требуется уважение со стороны родителей, Aha, əsas məsələ kənardan onlara hörmət etməlisiniz. Onlar hörmət istəyirlər. им требуется дисциплина, Və ən əsası tərbiyə önəmlidir. им необходимы требования со стороны родителей, то есть родители должны с ребенка особенного стараться требовать таким же образом, как если бы у них был бы обыкновенный ребенок. Bu tip valideynlər uşaqla elə münasibət qurmalıdırlar ki, sanki o uşağın heç bir problemi yoxdur. Normal uşaqlarla necə ünsiyyət saxlayırsınızsa, bu uşaqlardan da xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla da eyni ünsiyyəti yaratmalısınız. И вот что им точно не требуется, им не требуется, чтобы их баловали.
Əsas məsələ bu uşaqları ərköyün böyütmək olmaz. Ərköyünlük bu uşaqlara belə deyim də onların xarakterinə yansıdığı zaman artıq manipulyasiyaya keçirlər bu uşaqlar. Вы знаете, раз уж мы затронули эту тему, да, то на тему балования я скажу, что родители начинают баловать вот этих детей не потому, что, скажем так, они чувствуют, что этим детям нужно, да, а потому что у родителей чувство вины, и они таким образом стараются это свое чувство вины заглушить. И получается, что родитель решает свои проблемы за счет ребенка. То есть вместо того, чтобы ребенка воспитывать как положено, родитель его балует, а потом приходит к нам и плачут: сделайте хоть что-нибудь, с ним в доме жить невозможно.